Учреждения культуры Инты и Сосногорска воплотили в жизнь несколько увлекательных проектов. Во Дворце культуры Приполярного города создали собственную арт-территорию, а в Сосногорском доме детского творчества открыли телевизионную студию. Елена Кононова пообщалась с будущими журналистами. 3 года мотоцикл был в этом гараже, не выезжал, делался. Дошел вот до своего такого конечного вида. Это один из героев проекта «Люди» Интинского дворца культуры. Эдуард Артеев делится секретом, как вдохнуть вторую жизнь старому железному коню. Такие портретные зарисовки можно увидеть в группе учреждения социальной сети ВКонтакте. Алексей Наумов видеосъемками занимается давно. За годы работы накопилось много неиспользованного материала. Однажды решил смонтировать, и так появился проект, где простые интинцы рассказывают о своих увлечениях. Каждый человек сам по себе интересен. То есть можно взять абсолютно любую личность, и в любом человеке есть какой-то свой скрытый талант, интерес. Можно рассказать абсолютно обо всем, о любой работе, о любом увлечении. И, все зависит от того, как это преподнести. А это арт-территория. Проект, который родился в условиях пандемии, когда вся жизнь вдруг перешла в онлайн. Ведущие и герои программы сидят на диване, который стоит на сцене спиной к залу, пустому. Дворец культуры Инты уже год без зрителей. К новому формату пришлось привыкать, сознается режиссер Алексей Тихонов. Вначале было даже страшно. Идея как такова не новая, да, скажем так, но тем не менее тот формат, что мы съемку, собственно, арт-территории является сама сцена, где мы проводим съемку и концертной части, и беседы с участником цикла творческих встреч. Это создает такую интересную атмосферу и интересную, ну, как сказать, предлагаемые обстоятельства для беседы, да, и тот вариант, что мы разворачиваемся спиной к зрительному залу, он тоже в некотором роде оригинален. Мы как бы тем самым сами становимся зрителями. К слову, в онлайн-формате вышло сразу несколько задумок молодых сотрудников Интинского дворца культуры, дабы привлечь как можно больше интернет-пользователей. Денис Еременко, один из соведущих аудиоподкаста «Все культурно», по онлайн-проектам даже защищал свою дипломную работу в СГУ. Когда мы выкладываем любой из проектов, мы видим обратную связь, и мы видим, что интинцы, ну и не только интинцы, очень тепло воспринимают то, что мы делаем. И поэтому складывается все равно у нас впечатление, что мы не теряем связь с нашим зрителем. И несмотря на то, что мы сейчас не можем их принимать в стенах Дворца культуры, мы все равно каким-то образом в таком формате общаемся, и это очень приятно. А это креативный продукт воспитанников Сосногорского дома детского творчества. Новостной сюжет ко дню учителя «Вспыш ТВ». В роли журналистов – школьники. Каждый разведчик должен разбираться в тайных знаках, например, в азбуке Морзе. Ребята здесь осваивают ремесло телевизионщика, снимают видеорепортажи, пробуют себя в качестве оператора, телеведущего и репортера. А замжурналистики детей обучают профессионалы из сосногорского телевидения. Анастасия Токмакова, педагог дополнительного образования, тоже в недалеком прошлом телевизионный корреспондент. Ей и предложили возглавить детскую студию с говорящим названием. Вообще все возникло внезапно, потому что меня поставили перед фактом уже перед открытием медиацентра. Надо было быстро-быстро все придумать. Как-то это получилось. Ну, во-первых, это вспышка, это что-то яркое, такое интересное. Ну, во-вторых, мультик «Вспыш» есть такой. Ну, дети знают, для детей это не просто слово. Свое телевидение на базе Дома детского творчества Сосногорска юные дарования воспитывают уже 2 года. Ребята освещают городские события и активно подключаются к различным благотворительным акциям. В будущем из них вырастут настоящие профессионалы своего дела, которые любят республику и родной город, уверены педагоги. Елена Кононова, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган.